Для тех, кто всегда на посту. К 300-летию со дня образования российской полиции и 25-летию со дня образования МВД Ингушетии в здании министерства прошли сразу два мероприятия. Возложение цветов и марш по примеру бессмертного полка. Также был организован праздничный концерт. Поздравления для сотрудников МВД, а также ветеранов боевых действий в репортаже Амины Боковой. В один ряд плечом к плечу сотрудники Министерства внутренних дел, ветераны службы, а также родственники погибших при исполнении работников МВД с портретами своих близких пройдут дружным маршем в честь 25-летия со дня образования МВД Ингушетии. С глазами, наполненными гордостью, дети, чьи отцы отдали свои жизни, чтобы спасти сотни других, ждут, когда смогут с достоинством пронести портрет своего героя – отца. Это мой дедушка и мои дяди, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Это папа и братья моей мамы. Под звуки гимна торжественная колонна начинает свой путь. По примеру всеми известной акции «Бессмертный полк», сегодня сотрудники МВД положили начало совершенно новой акции, к которой присоединились и первые лица республики. Торжественный марш направляется к вечному огню. Здесь увековечены имена их коллег, погибших при исполнении служебного долга. Традиционное возложение цветов – дань памяти, которую дают тем, кого нет в живых. Но они сделали все возможное, чтобы под мирным небом жили остальные, молодые и полные патриотизма. Далее мероприятие продолжается уже в зале Министерства внутренних дел. Там для виновников торжества организован праздничный концерт с выступлением звезд ингушской эстрады. На тревожной волне телефон не молчит с полицейской звездой. В этот день поздравляют сотрудников МВД, а также ветеранов боевых действий и первые лица республики. Ингушетия, именно МВД по республике Ингушетия. Именно в честь 25-летия республики, создания МВД по республике Ингушетии, 300-летия МВД России, начали акцию, которая, я уверен, подходит по всем регионам. Это акция именно преемственности той акции, как бессмертного полка. Акция, которая называется «Всегда в строю». Потому что все наши погибшие товарищи, все они всегда были, есть и будут в строю. И если мы не чтим, не бережем эту память, то нам нет никакой цены, всем нам, живущим сегодня. Я хочу сегодня сказать спасибо и родителям, и женам, и детям, и братьям, всем родственникам, которые откликнулись. Я хотел бы обратиться к присутствующим здесь вдовам, родителям, детям погибших. Дай Аллах, дай Бог вам мужество и терпение все это преодолеть. Я вам скажу, что они погибли не напрасно. Слова благодарности сотрудникам МВД выражают сегодня и Управление общественной организации «Ветераны боевых действий России». Мы делаем акцент на инвалидов. Выдаем им путевки, выдаем коляски, кровати, дорогостоящие лекарства, помогаем в их получении. А далее начинается самая интересная и долгожданная часть мероприятия – вручение наград. Почетную благодарность получают полковники, лейтенанты, все те, кто отдал служению Отечеству десятки лет своей жизни. Помимо благодарности, в этом году 4 вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, получили ключи от новых квартир. Я рад, что сегодня мы можем вручить ключи от долгожданной квартиры, тем самым хоть немножко сгладить боль, которая имеется в семье. Вдове погибшего сотрудника. Я хочу сказать, что Министерство внутренних России помогает, и я понимаю, что здесь, в том числе в зале, присутствуют те, которым эта помощь до сих пор не оказана, и сотрудники погибшие, не все реализовали те законные механизмы, которые должны. Поэтому и министр работает в этом вопросе. Мы все работаем, и для этого обязательно будем помогать, делать все, чтобы все получили законно положенное и жилье, и компенсацию.
Зарема Кокурхоева ждала этого события с 2000 года и до сих пор не может поверить в случившееся. Хочу поздравить весь личный состав МВД с праздником. Счастья им, спокойствия, мира. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в том, чтобы нам выдали квартиру. На этом торжественная часть не заканчивается. К многочисленным поздравлениям присоединились и представители ингушской эстрады. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.